И еще послесловием председатель молодежного парламента Коми Александр Корзун. В прошлом, к слову, педагог и его особое мнение. Первая проблема – это проблема вообще общества. Безразличие общества к происходящему вообще, в принципе, что происходит рядом с ними. Потому что этого человека видели проходящие люди, этого человека знали. То есть здесь такой нужен системный подход к этой проблеме. Это не проблема одного дня. То есть она зарождалась, и в определенный момент она вылилась именно таким образом. То есть здесь и проблемы, может быть, были и в семье, и проблемы были внутри определенного класса, определенной группы в его колледже. То есть так однозначно сказать, что это проблема именно системы образования, здесь нельзя. Но и в системе образования есть свои недоработки, касаемо, например, воспитательной работы. Потому что общество, мир шагает в ногу со временем, а воспитательная работа, к сожалению, у нас осталась немножечко в советском периоде. То есть нам нужно, если брать, к примеру, тот же ТикТок, мы пытаемся с ним как-то бороться. Но запретить что-то – это не вариант, это не выход из проблемы. Нужно эту проблему направить в нужное русло. Можно той же воспитательной работой или кружками в школах объяснить детям, как правильно снимать этот контент для того же ТикТока. Научить их делать его просто качественно, делать его правильно. И эта проблема в Казани, я думаю, что, которая трагедия случилась в Казани, именно такие маленькие недоработки, шажки, то есть кто-то не досмотрел, кто-то не увидел, кто-то не распознал. Велась ли работа психолога в этой школе? Если он был замкнутый, так со стороны педагога нужно было разобраться, почему он был замкнутый, понять его проблему. Может быть, нужно было с ним просто поговорить, выяснить что-то, и тогда этой бы трагедии не случилось. Если говорить касательно, что эта трагедия произошла именно в школе, она могла произойти не в школе. То есть мы бы могли разбирать ситуацию, которая произошла в парке, в магазине. То есть обвинять тоже именно школу здесь не нужно. Нужен к этой проблеме, мое мнение, что нужен системный подход абсолютно всех ячеек нашего государства, включая родителей, общества, педагогов, каких-то социальных служб. Можно психологов обязательно. В дальнейшем надо сделать урок из этой ситуации. Я думаю, что в России должна создаться именно школа экстремальных психологов, чтобы выявлять таких личностей, детей именно на ранней стадии. Я недавно смотрел программу про израильские школы. Если брать, например, наши российские школы, то у нас работает психолог. Зачастую он совместитель, то есть он еще ведет какие-то часы. В израильских школах 4 психолога. Целенаправленно работают, 4 психолога без всякого совмещения, они конкретно работают с детьми. Плюс 2-3 психолога, которые приходят в школу извне и наблюдают, что происходит в этой школе.